Знаете, что такое вейпы? Если нет, возможно, вы счастливый человек, по крайней мере, счастливый родитель, потому что вейпы в основном употребляют дети и подростки. Но не только они, разумеется. Когда вы видите, как из окна соседней машины вырывается клуб белого дыма, это, скорее всего, вейп, ароматизированный дым. Очередная замена смертельно вредных сигарет. Смертельная же замена, к сожалению. И это уже факт. Как белый дым со вкусом жевательной резинки убивает нас и наших детей, расскажет Юлия Ольховская. Мы видим лишь вершину айсберга. Следите за тем, чтобы подростки понимали, насколько опасен вейпинг. Модная нынче привычка может стоить жизни. Американские врачи собрали целую пресс-конференцию, чтобы рассказать об опасности вейпинга. Так называют курение электронных сигарет. Мы провели первую в истории США трансплантацию обоих легких заболевшему из-за курения электронных сигарет. Легочные заболевания, связанные с вейпингом, приобрели у нас в стране масштабы эпидемии. 16-летний студент сейчас отходит от операции и сам просил докторов выступить публично, чтобы другие любители повейпить учились на его горьком опыте. Его госпитализировали практически в бессознательном состоянии. Доктора говорят, что никогда такого не видели. Легкие пациента были сплошь покрыты рубцами. Посмотрите, его легкие до трансплантации почти совсем не получали кислорода, они почти разрушены. А это фото после операции. Видно новые легкие, они наполнены кислородом. Первая в США трансплантация органа, но далеко не первый. Пострадавшие, только по официальным данным, больше 2000 человек столкнулись с осложнениями для здоровья. 40 умерли. Все эти случаи в здравнадзоре связывают с курением электронных сигарет. Я так на них подсела, повсюду с собой таскала. Мои легкие отказали. 2 дня я была на грани жизни и смерти. Симу врачи буквально вытащили с того света. Девушка в реанимации с плакатом «Я хочу начать кампанию против электронных сигарет». К ней присоединились сотни человек по всей Америке, в том числе 17-летний Тристан. 10 дней парень провел в больнице на аппарате искусственной вентиляции легких. Неважно, как часто вы курите, это может случиться с каждым. Что не так с ароматизированными электронными сигаретами, пытались выяснить специалисты Американского центра по контролю и профилактике заболеваний. Они изучили 29 пострадавших и у всех обнаружили в легких ацетат витамина Е. Его используют в кремах для омоложения, но в электронных сигаретах разогретая субстанция при вдыхании вызывает химический ожог. Агрессивная реклама вейпов в первую очередь нацелена на детей и подростков. Сигареты со вкусом фруктов и конфет можно купить практически в любом американском торговом центре. Они безопасны? Ну, типа